На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Тот, за кем идут люди. В Государственном музее боевой славы состоялась премьера документального фильма Тимура Квиквискири, посвященного жизни Владислава Арцинба. Президент Бадыр Гунб посетил премьеру оперы «Анна Болейн» по приглашению Хилы Герзмава. В Абхазском государственном университете состоялось официальное открытие Центра компетенций. В Государственном музее боевой славы в Сухуме состоялась премьера документального фильма Тимура Квиквискири «Тот, за кем идут люди», посвященного жизни Владислава Арцинба. Показ прошел для школьников республики, а в фойе музея была организована фотовыставка, посвященная президенту. Мероприятие подготовлено Министерством культуры Абхазии в рамках мероприятий в честь 80-летия со дня рождения первого президента Абхазии. Подробности у Заура Кварчи. Люди слышат только свой собственный внутренний голос. Но есть такие люди, которые слышат голоса, доносящиеся из глубины веков. Они избраны. Избраны принять их и следовать за ними всю свою жизнь, никуда не сворачивать. Презентация фильма Тимура Квиквискири «Тот, за кем идут люди» в Государственном музее боевой славы организована Министерством культуры в рамках года Владислава Арцинба, объявленного в честь 80-летия первого президента Абхазии. Я очень рада нашей сегодняшней встрече с вами, тем более, что тема нашей встречи Владислав Арцинба, которого мы с любовью называли и будем называть в века наш Владислав. Именно на вас, на наше молодое поколение, ложится в недалеком будущем ответственность за нашу страну и народ. И вы должны знать о нашем выдающемся лидере, первом президенте Республики Абхазия Владиславе Григорьевиче Арцинба, как пример безграничной любви к родине и народу и ответственности за них. В своем выступлении перед презентацией Зия Бея также поделилась личными воспоминаниями о Владиславе Арцинба. Она отметила, что его искрометный юмор поддерживал людей в самые трудные времена, а сам он долго отказывался от звания Героя Абхазии, подчеркивая, что победа принадлежит народу. Вскоре после его назначения председателем Верховного Совета нашей республики он был приглашен на свадьбу, на которой присутствовали большое количество людей, как у нас бывает в Абхазии. Люди уже сидели за столом, когда в зал вошел Владислав со своими соратниками. Все гости встали и, не сговаривались, стали осыпать его лепестками роз, которые стояли на столах для украшения праздничного стола. Я часто вспоминаю его глаза в тот самый момент. Они выражали смущение от столь неожиданного для него эмоционального порыва и осознание того, какая ответственность ложится на его плечи за всеобщую любовь. Документальная лента с элементами художественного кино рассказывает о жизненном пути Владислава Арцинба. В фильме применены современные технологии. С помощью искусственного интеллекта оживают архивные фотографии, а отрывки из личного дневника первого президента озвучены его голосом. Музыку к фильму написал Андрей Гумба, оператор Джану Цурцумия. Время было трудное. Я помню фотографии, на которых мой двоюродный брат в пальто. Затем в этом пальто ходил его младший брат. Позднее в нем ходил я. Только закончилась война, в которой многие потеряли близких, и при этом дети продолжали играть в войну. Помнится лишь то, что никто из игравших не хотел быть немцем. На презентацию пригласили учащихся сухумских школ. Многие из них признаются, что фильм помог им по-новому взглянуть на историю родной страны. Честно, до этого момента я не особо впечатлялась историей, но после этого фильма и во время просмотра у меня даже начали слезиться глаза. Мне особенно очень понравились моменты с вырезками Владислава Арцинба, то, как он поднимал боевой дух народа, то, как он высказывался насчет всей войны и
как выражал свою любовь к кавказскому народу. Фильм очень понравился, прям очень понравился. Да. Что-то особенно врезалось в память? То, что нужно помнить, какой ценой досталась эта победа. Сильное впечатление показ произвел и на сопровождавших детей педагогов. Фильм, конечно, произвел неизгладимое впечатление, начиная с технологий, которые мы увидели, особенно вот эти кадры, где детские фотографии Владислава Арзенба оживают. Это сразу очень сильно тронуло за душу. И дети даже показали вот тем, как они сидели, как они были вовлечены в этот фильм, что действительно их это тронуло. И это очень важно, потому что дети очень мало сейчас видят подобных фильмов, особенно ни в интернете, ни на телевидении. И, конечно же, особенно в преддверии Дня Победы и в любой другой день, очень важно показывать такие фильмы детям, чтобы они не забывали, чему они и кому обязаны, что они сейчас живут и могут наслаждаться такой жизнью. Фильм «Тот, за кем идут люди» продолжит путешествие по республике. Организаторы уверены, его показы помогут молодому поколению сохранить память о первом президенте Абхазии и его роли в судьбе народа. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ. 19 сентября фотовыставка, посвященная первому президенту Абхазии, откроется в Глурыпском доме культуры имени Дмитрия Гулия. Мероприятие проводится при поддержке Минкульта республики. Конные парады и праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзенба, состоятся в Гудауте 19 сентября. Как сообщает один из организаторов мероприятия, директор Госмузея имени Сергея Дбар Гугуца Джикерба, в параде примут участие жокеи со всех сел района. Они пройдут с флагами от памятника в честь павших защитников Родины в годы Великой Отечественной войны до привокзальной площади, носящей имя Владислава Арзенба. Накануне президент Абхазии Бадра Гунба посетил премьеру оперы «Анна Болейн» по приглашению Хиблы Герзмава. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко представил премьеру оперы «Анна Болейн» Гаэтана Доницетти. В заглавной партии выступила народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. По приглашению Хиблы Герзмава премьеру оперы посетил президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг. А премьер-министр Владимир Делба прибыл в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия. В рамках празднования Дня Южной Осетии в Цхинвале с 18 по 20 сентября пройдет первый международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Осетия обладает огромным экономическим потенциалом для дальнейшего развития, рассказал в интервью «Абсны Пресс» премьер-министр Абхазии Владимир Делба. Важно, точно так же, как и у нас, Республика Южная Осетия со своей стороны, как государство, предоставляет меры государственной политики. В различных формах они выражаются. И это дает дополнительный импульс для тех потенциальных инвесторов и для того, кто собирается осуществлять большие проекты на территории Южной Осетии. Об этом сегодня говорится везде, на каждой дискуссии, на каждом открытом столе. Это очень важно. И я со своей стороны и вся наша делегация сердечно поздравляем с знаковым событием и очень надеемся на то, что это станет хорошей, доброй традицией проводить экономические форумы, привлекать здоровые инвестиции. Сегодня мы слышали предложения уже потенциальных инвесторов, те, которые хотят инвестировать в промышленность Южной Осетии. Огромнейший потенциал. Вот сегодня нам предметно рассказывали, какое количество минеральных источников есть на территории Южной Осетии. Это же важный сегодня компонент для санаторно-курортного лечения, для оздоровления, отдыха детей. Я убежден, что именно в этом направлении Южная Осетия продолжит двигаться.
Владимир Делба встретился с премьер-министром Южной Осетии Константином Джусоевым. Он подчеркнул, что участие Абхазии в Первом международном экономическом форуме еще раз подтверждает стремление укреплять и развивать отношения, в том числе торговые, экономические, социальные, гуманитарные связи. Полагаю, что форум станет хорошим стимулом для дальнейшего развития Южной Осетии, сказал Владимир Делба. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия во главе со спикером парламента Лаши Ашуба также принимает участие в Первом международном экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций», который приурочен к 35-летию образования Республики Южная Осетия. Кроме того, делегация Министерства финансов Абхазии во главе с министром приняла участие в юбилейном 10-м Московском финансовом форуме. По словам министра финансов Саида Губас, Московский финансовый форум – это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, посвященной вопросам финансово-экономической политики. Замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бегвала назвал решительно неприемлемым использование терминов «оккупация» и «сепаратистские регионы» применительно к Абхазии. Об этом он заявил, комментируя выступление замминистра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Он подчеркнул, что республика рассматривает себя как суверенное государство, независимость которого была подтверждена волеизъявлением ее народа, а также признана Россией и другими странами. Бегвала назвал выдуманными, несоответствующими действительности заявления Дарсалия о серьезных вызовах ядерной безопасности в Абхазии. Вице-премьер-министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут участвует в Москве в 5-й международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, организованной МВД России. Киут выступил с докладом «Опыт Республики Абхазия в профилактике молодежного экстремизма в условиях трансграничных вызовов». Он в частности отметил, что Абхазия – это государство, пережившее трагедию войны, но сумевшее сохранить мир, суверенитет и внутреннюю стабильность. Мы хорошо понимаем, что стабильность хрупка, а молодежь – самая уязвимая часть общества, если речь идет о попытках вовлечения в радикальные идеологии. Мы исходим из простого, но принципиального понимания. Экстремизм легче предупредить, чем потом бороться с его последствиями. Поэтому наша работа выстроена в логике упреждения, раннего выявления и системной профилактики, сказал Киут. Российские туроператоры попросили пересмотреть новый порядок выезда детей в Абхазию. Согласно поправкам, с 20 января 2026 года дети смогут пересекать границу только по загранпаспорту. АТУР обратилась в Минэкономразвития России и администрацию президента с просьбой оставить возможность выезда детей до 14 лет в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении. В АТУР подчеркнули, что это создает финансовую и временную нагрузку для многих семей и нарушает баланс. Взрослые смогут въезжать в эти страны по внутренним паспортам, а детям придется иметь загранпаспорт. В ассоциации добавили, что требование о загранпаспортах для детей может свести на нет положительный эффект от мер поддержки, таких как снижение финнагрузки на туроператоров, работающих с дружественными странами. По оценкам туроператоров, если требование сохранится, турпоток российских семей в эти страны может упасть в 4 раза. Администрация Сухума приступает к ремонту фасада здания, входящего в список памятников архитектуры на пересечении улицы Ардзенба-Воронова. По поручению главы администрации Сухума Тимура Агарба Горстройпроект приступает к реставрации фасада очередного здания, включенного в список памятников архитектуры. Ранее были отремонтированы фасады, балкон кирпичного здания на набережной напротив кафе «Пингвин», а также здание администрации города Сухум. На здании на пересечении Ардзенба-Воронова мы будем делать фасад, кровлю, тротуарные зоны вокруг дома и подсветку. Далее перейдем к следующему дому, который расположен на пересечении улиц Ардзенба и Дбар, сказал Тимур Агарба. Таким образом, до конца года администрация Сухума отреставрирует фасады еще 2 домов, а в следующем году планируется реставрация фасадов 10 домов из списка памятников архитектуры столицы. Минтуризма объявила победителей видеоконкурса «Абхазия в кадре». В нем приняли участие более 60 талантливых авторов, которые представили около 90 видеороликов о природе, культуре, традициях и туризме Абхазии. Жюри отобрало 10 лучших работ в разных номинациях. Так, победителем номинации за национальный колорит стал наш коллега, оператор Абаза ТВ Владимир Капуза, с чем мы его сердечно поздравляем. Победителям вручены дипломы и памятные подарки. Конкурс направлен на раскрытие туристического потенциала Абхазии и формирование позитивного имиджа через видеоконтент.
В Абхазском государственном университете состоялось официальное открытие Центра компетенций. С приветственной речью выступил вице-президент республики Беслан Бигвава. Тему продолжит Алиса Адлиева. Мероприятие началось под звуки государственного гимна Республики Абхазия. Затем с приветственной речью выступил вице-президент Беслан Бигвава. Он отметил, что открытие Центра компетенций – это важный шаг в расширении профессионального потенциала страны и выразил уверенность в том, что знания и опыт, которые студенты будут получать в Центре, станут прочным фундаментом для подготовки высококвалифицированных специалистов. Это не просто новый образовательный проект, а важный шаг к расширению профессионального потенциала страны. Для Абхазии это также шаг к более тесной интеграции с образовательным пространством России, что открывает перед студентами новые возможности. Уверен, что обучение, возможности и опыт, которые студенты будут получать в Центре компетенций, станут прочным фундаментом для подготовки высококвалифицированных специалистов. Как отметил заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, проект Центра компетенций – это методики программы оценки и развития, которые помогут в отслеживании профессиональных навыков у студентов, а также выявлении их сильных сторон, таких как внедрение в коллектив, умение анализировать информацию, целеустремленность. В университете открывается Центр компетенций. Мы учим преподавателей с этим работать. А дальше студенты приходят в этот центр, проходят диагностику, получают рекомендации по развитию своих надпрофессиональных компетенций. Но самое главное, есть несколько моментов, которые необходимо отметить. Первое. Университет получает информацию о том, кто у него учится, что можно с этими студентами делать, на кого обратить внимание, кого подтянуть, с кем работать, кого выделить в качестве старост, например, или руководителей будущих, посмотреть на их потенциал. Это первый момент. Второй момент – это для работодателей. У вас очень большая потребность в кадрах в республике, а здесь в университете куются просто самые профессиональные, самые лучшие молодые кадры. Каждый молодой человек, проходящий курс Центра компетенций, получает рекомендации в виде подробного паспорта, а университеты потенциальные работодатели обращают внимание на то, кого стоит привлечь к работе, включать во внеучебную деятельность. На открытии также вручили паспорта компетенций студентам, успешно прошедшим диагностику надпрофессиональных навыков. Победителей более 10 человек пригласили на сцену. С некоторыми из студентов мы успели пообщаться и узнать, какие у них были первые впечатления от новости о победе. Я не ожидала победить вообще. Я прошла, забыла об этом, потом мне позвонили, сказали, что я прошла, и это было неожиданно очень. На самом деле, как мы пришли к данному конкурсу, нам на факультете прислали ссылку и предложили зарегистрироваться, поучаствовать. Мы решили, что это интересно, что это вообще интересная возможность, почему бы и нет. Задания были... Какие-то были сложные, какие-то были легкие, с какими-то справлялись очень быстро, над какими-то приходилось думать. Данный проект позволил нам выявить такие различные компетенции, как партнерские качества, лидерские качества, которые позволяют нам разделять ответственность, участвуя в командах, также в различных других проектах. И также этот конкурс включал в себя различные направления, как включая и на логику, и на само мышление по образовательным качествам. И данный проект позволил нам выявить свои личные компетенции, благодаря чему мы получили также новые знания. Как отмечается, сегодняшняя встреча поможет молодому поколению изучить конкурсы, которые также проводятся в республике. Например, гостеприимная Абхазия. Проект, созданный при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Мы сегодня вдохновляли, мотивировали ребят, чтобы они показывали, какая уникальная страна Абхазия, чтобы они открывали новые маршруты, новые туры, чтобы они открывали новые грани Абхазии. Мы, честно говоря, впечатлились. Я уже хочу приехать на события, которые придумали ребята. Я уже хочу открыть для себя восток Абхазии, потому что он таинственный, его еще не все знают. Так что мы уже прям практически начали применять знания, которые есть у ребят и которые хотят этим щедро делиться. Как отмечают эксперты, молодое поколение быстро включилось в процесс новых конкурсов. Ребятам только успели рассказать немного о платформах, как они уже давали интересные отклики и идеи. Алиса Адлиева, Владимир Капуза, Абаза ТВ.
Вечером 18 сентября в Абхазской государственной филармонии состоялась премьера фильма «Три свадьбы и один побег» и обсуждение фильма с создателями и актерами. Подробности в нашем пятничном эфире. И в завершении о красивом. В Абхазии начинается сбор урожая винограда. Как известно, это очень ответственный период не только для профессиональных виноделов, но и для всех жителей страны. Не случайно 10-й месяц абхазского календаря называется Штарамза – месяц сбора винограда. Хорошее вино сравнимо с хорошим фильмом, убеждены авторы этого видео от столичной винотеки номер 1. Ну, а вы как думаете? Дай. Аюбзе, а фильм бзе ейпшуп. Ирла синцоид, а чынкылара айма тааныжва. Чамвяцы пхедзаичыцуа гаанартуэйт. Нас ласы а фильм кварчышы қалуэпш. Яра июэйт, ийтейвэйт, а гямас шо зигирча. В завершение о погоде. В пятницу, 19 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки разной интенсивности, возможно гроза, град, атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, местами с порывами. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 16 до 21 градуса. Температура морской воды 24 градуса, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.